أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة. ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من Я прибегаю к Аллаху, слышащему, знающему, от проклятого шайтана, его наваждений, вреда и зла. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. Мы хвалим Всевышнего Аллаха, благой, чистой и доброй похвалой, заполнившую небеса и землю, и то, что между ними, и все то, что наш Господь пожелал. Достойный раб сказал: «Все мы рабы Аллаха. О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует то, чего Ты лишил, и бесполезным перед Тобой окажется могущество обладающего могуществом. О тот, к которому я прибегаю для того, чтобы получить желаемое. О тот, к которому я прибегаю от того, чего предостерегаюсь. Не восстановят люди кости, которые Ты разрушил, и не разрушат они то, что Ты восстановил. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Един Он, и нет у Него сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, самый лучший из Его творений и самый любимый. Он исполнил свой долг и довел послание, сделал наставление общине, и Аллах избавил через него нас от печали. Он оставил нам белый путь, его ночь как день, не отклониться от него, кроме пропавшего. Раскрыл Аллах ему грудь, простил Аллах ему грехи и возвысил упоминание о нем, опозорил и унизил тех, кто ослушался его повеления. Аллах вменил в обязанность нам подчинение Ему, любовь к Нему и выполнение Его права, и закрыл все пути к раю, и не откроет никому, кроме того, кто пошел по Его пути. И никто не зайдет в рай, кроме того, кто будет под знаменем пророка Мухаммада. Благословение Господа и приветствие Ему, Его семье, сподвижникам и всем, кто стал на Его пути и последовал за Ним до самого судного дня, и всем посланникам Аллаха. А затем, добро пожаловать, дорогие братья и сестры, телезрители, на эту новую передачу про рай. Наш цикл передач называется «Путь к раю». И в предыдущих передачах, во вступлении, мы говорили о рае, в другой — об истории рая. Сегодня же мы будем говорить об истории выхода из рая. Наш Господь, благословен Он и велик, создал Адама и поселил его в раю. После этого наш Господин предопределил, благословен Он и велик, чтобы Адам ослушался своего Господа и совершил грех, по причине которого Аллах, благословен Он и велик, изгнал Адама из рая. Отсюда мы можем извлечь огромные уроки. Есть моменты, на которые мы должны обратить внимание. Во-первых, когда пожелал Аллах, благословен Он и велик, создать Адама, Он сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Давайте же прочитаем вместе эти аяты из суры Бакара. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Преславен Аллах. Когда Аллах, благословен Он и велик, пожелал создать Адама, Он поведал об этом ангелам. Ангелы начали спрашивать и узнали, что будут делать сыновья Адама на земле. И они сказали: неужели ты поселишь там, то есть на земле, того, кто будет распространять на земле нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя? Из этого следует, что Адам был создан по предопределению Аллаха, благословен Он и велик, для земли. Был создан, чтобы быть наместником, и чтобы его потомки были наместниками на земле, то есть наследовали друг друга. Одно поколение наследует другое. Так предопределил Аллах, благословен Он и велик, когда сказал: «Я установлю на земле наместника». Аллах, благословен Он и велик, создал своими руками Адама. И также Аллах, свят Он, создал райские сады своими руками. И также написал Тору своими руками. Об этих трех вещах пришло в предании от сподвижников, что Всевышний, всемогущий Аллах, создал Адама своими руками. Каково же предпочтение может быть лучше этого? Аллах, благословен Он и велик, создал Адама из земли, из сухой и звонкой глины, подобно гончарной, полученной из видоизменяемой грязи. Такие были этапы этого создания Адама. После чего Аллах вселил в него душу, и стал он прекрасно сложенным человеком. Стал полноценным человеком. И это и был Адам. Когда Аллах создал Адама и вселил в него душу, Он научил Адама всевозможным именам. Так как он будет жить на земле и будет испытан, как он, так и его потомство, Аллах подчинит ему все то, что на земле. Поэтому Аллах, благословен Он и велик, научил Адама всевозможным именам. Аллах, благословен Он и велик, говорит в Коране: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Наш Господь, благословен Он и велик, дал преимущество Адаму над другими этими знаниями. Дал ему знания, которые даже не давал ангелам. Он даже не предопределил их, благословен Он и велик, для ангелов. И нет сомнения, что ангелы обладают знаниями. Но Аллах, свят Он и велик, дал преимущество Адаму этим видам знаний, а затем показал их ангелам. Они ответили: «Пречистый, мы знаем только то, чему Ты нас учишь. То есть Ты нас этому не учил, не дал нам знания об этом. О наш Господь!» Аллах приказал Адаму рассказать ангелам об этом. Что он и сделал? Этим Господь дал преимущество ему над другими, возвысил его и возвеличил. И был приказ Аллаха, благословен Он и велик, ангелам совершить земной поклон Адаму. Знание степени этого создания, которое исходит от некоторых творений, или же, как может быть, некоторые творения посмотрели на Аллаха, на Него, и подумали, что им нет нужды в Нем. Аллах, преславен Он и велик, создал эту вселенную для того, чтобы испытать это слабое создание Адама и его потомства. Аллах, благословен Он и велик, предложил эту ношу небесам, земле и горам, и они отказались понести ее, и испытали страх перед ней, а человек взял на себя эту ношу верности, и поэтому подвергся испытаниям и мучениям. Аллах приказал ангелам совершить земной поклон Адаму, а среди ангелов был один из числа джиннов.
Это и есть Иблис. Да проклянет его Аллах. Говорят, что он был среди джиннов. И так как он был самым поклоняющимся среди них, он был служителем Аллаха. За это Аллах поднял его до степени ангела. Когда же Аллах повелел ангелам поклониться Адаму, то повеление коснулось и Иблиса. Вот сказали мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все они поклонились уважительным поклоном, для того, чтобы признать его достоинство, степень и положение. Ангелы поклонились Адаму, потому что они не ослушаются Аллаха, а делают то, что он им приказывает. Иблис же отказался, возгордился и оказался среди неверующих. Он начал спорить с Аллахом и сказал: «Неужели я поклонюсь тому, кого ты создал из глины?» А также он сказал: «Я лучше него. Ты создал меня из огня, а его из глины». С этого момента началась вражда проклятого шайтана между Иблисом и Адамом и его потомством. Поэтому наш Господь, благословен Он и велик, сказал: после чего Аллах, благословен Он и велик, создал женщину из его же тела, для того, чтобы он нашел спокойствие в ней. Аллах не создавал отдельное творение, а создал другое из его тела, взяв его часть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал нам о том, что женщина создана из ребра, и поистине верхнее ребро самое кривое. Хава была создана из ребра Адама. Адам же, увидя ее, обрадовался, нашел успокоение в ней. Ему было сказано, что это твоя супруга. Аллах, благословен Он и велик, сказал Адаму: здесь можно задать вопрос: разве не сказал наш Господь, благословен Он и велик, ангелам: «Я установлю на земле наместника»? Ответ — да. Но это было самое начало создания. «Я установлю на земле наместника». Но здесь Господь наш говорит: мы сказали: «О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте там волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников». Почему же Аллах поселил Адама в раю? Ведь Он создал его для испытаний на этой земле. Нам необходимо поразмышлять над ответом. Аллах создал его для рая или создал его для этой земли? Действительно же, Всевышний Аллах создал его для рая. Он сделал рай милостью, в который попадают особые творения Аллаха из сынов Адама. Поэтому Аллах сперва поселил его в раю, чтобы он увидел райские наслаждения, чтобы они все смешались с его мясом, костями и мышцами, и он не пожелал перемен, чтобы он не пожелал иметь жилище помимо этого. Когда же вывели Адама из рая, он вышел из него, но его сердце осталось привязанным к нему. Сказали: ты вышел во временное пространство. То есть этот мир не для того, чтобы пребывать в нем вечно, не для того, чтобы жить вечной жизнью, а для того, чтобы перенести испытания. Если же ты перенесешь их, то вернешься в свое первое жилище, вернешься в рай, вернешься в райское наслаждение. Когда же Адам согрешил и был изгнан из рая, то Аллах ниспослал руководство, по которому он будет идти. Мы сказали: не свергнитесь отсюда все. Если к вам явится руководство от меня, если к вам явится руководство от меня, Аллах не спосылает сынам Адама книги, так же, как не спосылает к ним посланников. Посланники призывают людей к раю, а книги же содержат в себе руководство, ведущее к раю, и к пути к раю.
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Просим Аллаха уберечь нас от этого унижения. Когда же Аллах, благословен Он и велик, поселил Адама в раю для того, чтобы райское наслаждение перемешалось с его мясом, кровью и костями, чтобы он не представлял себе выхода из рая, и чтобы в нем была надежда вернуться туда после выхода. Это также передалось его потомству, как мы все вскоре разъясним. Потомство Адама было в его чреве, будучи в раю. Если он был в раю и наслаждался там, а одному Аллаху известно, какое наслаждение он там получил, также и мы из числа его сынов были в его чреве. И поэтому верующий никогда не пожелает замены этому наслаждению. Его ничто не будет беспокоить, кроме как достижения его. Его ничто не будет беспокоить, кроме как достижения довольства Аллаха, Великого и Всемогущего. Это и есть ценность наслаждения в раю. Однако некоторые пытаются рассуждать об этой истории своим разумом и говорят удивительные вещи. Так некоторые из них говорят, что рай, в котором жил Адам, не был вечным. То есть, это было не райское убежище, а это был рай, который находился на земле. Клянусь Аллахом, это удивительно. Рай находится на земле. К сожалению, это часто повторяют иудеи и христиане, и на это указывают их искаженные книги. Но ясность благословенного Корана, понимание книги Всевышнего и Всемогущего Аллаха, хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, врожденное качество человека и сердце, идущее правильным путем, все ясно указывает на то, что рай, в который вошел Адам и был выведен из него, это вечный рай. Тот рай, в который он вошел, а затем был выведен с обещанием, что он вернется в него. Сад этого мира. Разве это рай, где жил Адам? Если так, то как можно выйти из него? Если это был сад этого мира, разве он не может вернуться в него? Разве у него нет возможности вернуться туда? И разве не сможет его потомство приютиться в нем и жить там? Или Аллах поднял его? Эти слова неприемлемы и неразумны. Если же рай — это сад в этом мире, то ведь Аллах уже сказал Адаму: в нем ты не будешь голодным и нагим, в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. Разве это может быть в этом мире? Человек, даже если он и будет жить в садах этого мира, то он будет становиться голодным, испытывать жажду, страдать от солнечного зноя. Он будет испытан всеми этими вещами, потому что это естество этого мира, естество этой земли. Но тот рай, про который было сказано Адаму, в нем ты не будешь голодным и нагим, в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. Это тот рай, который был обещан богобоязненным. Тот, который был обещан Аллахом тем верующим рабам, которые были богобоязненны. Доводы на то, что это рай, о котором мы говорим, доводы на то, что этот рай, о котором мы говорим, вечен, очень много. Но самый важнейший довод у меня — это врожденное свойство человека. Если ты спросишь людей про рай, в котором был Адам, а затем был выведен из него, ты найдешь, что они единогласны в том, что это вечный рай.
Никто из людей не думает, что рай может быть на земле, например, в Йемене, Индии или еще где-нибудь в другом месте. Люди единогласны в этом. Врожденное свойство человека сконцентрировано на этом. Хорошо, если этого довода не хватает, вы говорите, нам нужны еще доказательства. Из Корана и Сунны. Я отвечу, Аллах говорит в Коране Адаму, поселитесь в раю вместе со своей супругой. Здесь в Коране слово «рай» стоит с определенным артиклем. А если слово в арабском языке определено при помощи артикля «алиф» и «лям», то становится именем в определенном состоянии. А имя в определенном состоянии указывает на известное. А известное — это рай. То, о чем говорит Аллах в Коране, тот, который обещал нам Аллах, это и есть довод. Кто-то может сказать, что в Коране приводится слово «рай», имея в виду сады этого мира. Да, приводится, но без определенного артикля, то есть ограниченное по смыслу. Приведем пример. Из истории Асхабуль Каф, люди пещеры. Аллах благословен он и велик говорит в суре Каф, пещера об обладателе двух раев, садов. Одному из них мы установили два виноградника, оградили их пальмами и поместили между ними ниву. Это сады этого мира. Аллах привел нам притчу о двух мужах. Одному из них он устроил два виноградника. И в аяте в продолжении, где Аллах говорит, одному из них мы установили два виноградника, довод на то, что здесь говорится о мирских садах. В этой же истории Аллах говорит, почему, войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах? Нет мощи и силы ни у кого, кроме как от Аллаха, из-за сохранности имущества и наслаждения. Так говорит раб. Здесь также доказательство, что говорится о рае в этом мире, то есть о саде в этом мире. Также Аллах говорит в суре Калям, воистину мы подвергли их испытанию, подобно тому, как подвергли испытанию владельцев сада. Теологи говорят, что здесь рай, то есть сад, пришел с алиф и лям. Мы же говорим, посмотрите на смысл предложения. Когда они поклялись, что утром они непременно сорвут их плоды, но не сделали оговорки, то есть не сказали, если того пожелает Аллах, и до конца аята. В содержании аята говорится о том, что этот рай, сад, на земле. А когда же Аллах говорит, поселитесь в раю вместе со своей супругой, или же говорит, в нем ты не будешь голодным и нагим, в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. Также, когда говорит, ешьте там волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву. Все эти аяты являются доводом того, что это тот рай, который обещал Аллах богобоязненным рабам. Мы узнали, почему Аллах поселил Адама в раю, и почему Он его оттуда вывел. Для того, чтобы подвергнуть испытанию, ради чего и был создан этот мир и загробный. Некоторым людям может быть недостаточен смысл аятов, а смысл их понятен и указывает на то, что рай вечен. Я вам говорю, также есть много достоверных хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые указывают на то, что рай вечен. Есть два хадиса, которые находятся в достоверном сборнике. Первый хадис согласованный на достоверности, который рассказывает историю заступничества, когда люди будут стоять в великом стоянии, просить заступничества, и когда люди будут стоять перед дверями рая, когда верующие и богобоязненные дойдут до рая, они обнаружат двери закрытыми, после чего они будут просить у Аллаха заступника, который будет заступаться за них, и откроет врата рая с его заступничеством. Когда же они придут к Адаму, они скажут, «О, Адам, ты наш отец. Аллах создал тебя своими руками». Обратите внимание, это будет сказано Адаму при первом заступничестве, при великом стоянии, и также будет сказано, когда будут просить открыть врата рая. Они скажут, «О, Адам, ты наш отец. Аллах создал тебя своими руками. Создал тебя своими руками, вдохнул в тебя душу, склонил перед тобой ангелов и поселил тебя в раю. Будь же заступником для нас перед Аллахом». На что Адам скажет, «А разве не ошибка вашего отца вывела вас из рая?» Посмотрите же на этот смысл. Верующие стоят перед вратами рая,
хотят, чтобы им их открыли, и просят заступничества у Аллаха, благословен Он и велик. Затем идут к своему отцу, в то время, когда каждый из них ищет своего отца и не находит, кроме как Адама. Они скажут: «О Адам, ты наш отец. Аллах создал тебя своими руками, вдохнул в тебя душу, склонил перед тобой ангелов и поселил тебя в раю. Разве ты не попросишь для нас? Разве ты не заступишься за нас?» Но Адам скажет: «Разве не ошибка вашего отца вывела вас из рая?» После этого они придут к Нуху, Ибрагиму, Мусе, Иси, до тех пор, пока не дойдут до Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И он скажет, как приведено в достоверных сборниках: «Я, попросит открыть дверь, и ему откроют. И не откроется дверь рая, или же не откроют дверь рая, пока не попросит Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Скажет ее стража: нам было велено не открывать до тебя никому». Следующим доводом является достоверный хадис, который указывает на то, что рай, в котором жил Адам и был изгнан из него, он вечен. Хадис, который приводит Бухари и Муслим, и другие ученые, где упоминается история спора между Адамом и Мусой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: возник спор между Адамом и Мусой. Не спрашивайте у меня, где они встретились. Между Адамом и Мусой много лет. Хадис не припоминает, где они встретились. Хадис не указывает нам на то, где они встретились, и что их спор возник на этой земле. Быть может, это произошло в загробной жизни. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретился с пророками в ночь переселения и вознесения, а также встретился с ними на небесах. И это за пределами человеческого понимания, человеческого сознания. Осознать это невозможно. Когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит нам, что возник спор между Адамом и Мусой, то мы верим в это. Произошел спор между Адамом и Мусой. Муса сказал Адаму: «Ты наш отец. Ты, Адам, тебя Аллах создал своими руками и вдохнул в тебя душу, склонил перед тобой ангелов и поселил тебя в раю. Ты принес разочарование себе и нам, вывел нас из рая». Как будто бы Муса говорит Адаму: если бы не твоя ошибка, то мы все были бы в раю. Это был призыв от Мусы. Это было его доводом. Адам ему сказал, как приводится в хадисе: «Ты, Муса, Аллах говорил с тобой без какого-либо посредника, написал тебе Тору своей рукой. Разве ты не читал в ней перед тем, как меня создали за 40 лет, и ослушался Адам своего Господа и сбился с пути?» Хадис говорит о том, что Аллах, преславен Он и велик, предопределил Адаму жить в раю, затем быть изгнанным из рая на эту землю для испытаний, а затем возвратился в рай. Я не хочу говорить об истории спора между ними, а хочу сказать, что это и есть рай, в котором жил Адам. Это и есть рай, откуда он был выведен. Это и есть рай, в который вернется Адам с его богобоязненными сыновьями. Мы просим великого Аллаха, Господа благородного трона, чтобы Он нас сделал из приближенных и богобоязненных рабов. Поистине, Он владелец этого и способен нас ввести в рай. Благословение Мухаммаду, его семье, его сподвижникам, и да благословит вас Аллах. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.